Семья, работа, образование — это три таких термина. Можно сказать, что они, каждый из них очень важен. И когда я задумалась, с чего начать, потому что не знаешь даже, с чего начать, да, то есть как бы каждый по-своему очень... И каждый по-своему как-то важен, да, то есть вначале ты думаешь, все начинается с семьи, но иногда думаешь, что если человек не будет работать, то и в семье не будет работать, если не будет образования изначально заложено, да, то и семью он не сможет как бы создать такой счастливый, да, но поэтому как бы долго думала, с чего начать, но все-таки начну с семьи, потому что действительно это очень важное, да, то есть, наверное, вот если посмотреть Дунья и Ахира, да, то есть если посмотреть эту жизнь и нашу следующую жизнь, то для следующей жизни, конечно, самое важное — это поклонение Всевышнему, но для этой жизни самое важное, наверное, это семья. И основной целью создания семьи, да, которой нас Всевышний призывает, это стабильность. Да, вот как раз мы говорили и про психологические болезни, да, и очень часто причиной этому является нестабильность. Да, и как раз создание счастливой семьи, она как раз и дает человеку ту стабильность, за счет которой в дальнейшем он сможет развиваться во всех направлениях. То есть если человек будет стабильным, все, он сможет и развиваться как в работе, как в образовании, во всех аспектах в нашей, как говорится, жизни сюда, да? Вот, и тому свидетельство Всевышний сказал, да, что среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение. То есть в Коране есть аяты, где показывают, что вот эта стабильность, она, можно так сказать, пропагандируется как для мужчины, так и для женщины. То есть семья, она не для того, чтобы только было кому-то одному из супругов хорошо, но было хорошо и обоим. И говорится, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Также в другом аяте, где он также, да, говорит, что он тот, кто сотворил вас из одного человека и создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. То есть очень много аятов, да, показывает на то, что именно создание праведной, счастливой семьи человек будет находить покой. И здесь как бы обращение, можно так сказать, к мужчине, но также есть и обращение к женщинам, да, где говорится: и обходитесь с ними, то есть с женами, достойно. Здесь тоже идет такого рода, показывается, что есть и будет в счастливой семье также и стабильность для самой женщины. И также в Коране говорится, что жена имеет такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму. И что интересно, что в семье, когда муж и жена, например, хотят о чем-то посоветоваться или еще что-то, да, то есть нет такого, мужчина берет главенствующую роль, но это не говорит о том, что мужчина и женщина, муж и жена, в частности, должны советоваться друг с другом в принятии каких-то решений. И очень часто в Коране видишь такие аяты, знаете, как бы одним аятом он хочет, ну, как бы выбирается такой самый-самый низкий, такой, не то что самый низкий, а самый даже важный момент, и вот одним аятом этим, да, он как бы обобщает еще и другие дела. И вот мне очень удивил вот этот аят, где сказано, да, что если они пожелают обращения к двум, да, к мужчине и к женщине, если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету, то есть здесь призыв Всевышнего на то, что если даже женщина хочет оторвать ребенка от груди, да, то есть она должна посоветоваться с мужем. И наоборот. То есть они как бы, даже вот в этом как бы маленьком таком, да, женщина могла бы сказать, ну, это как бы мужа не касается, да, то есть это только меня и моего ребенка, можно так сказать. Но в Коране аят гласит, да, что
обращение как раз к двоим. И вот здесь показывается, насколько в семье идет дружеские взаимоотношения, да, между супругой и супругом, что даже вот в таких маленьких, как говорится, можно так сказать, да, делах незначительных нужно совещаться и договариваться. То есть в этом они тоже договариваются, да? Но это не только просто говорится, как договариваться между собой, но в этом и заключается, что в первую очередь? Права ребенка, да? То есть здесь защищаются права ребенка, и уже в младенчестве, да, уже как бы в семье, в исламской семье уже дают, да, защищают права именно младенца тем, что вот даже для грудного вскармливания советуется, чтобы, ну, не навредить, да, там, ребенку. И также есть аят, где, ну, о чем свидетельствует стабильность в семье, то, что бывает очень часто, бывают ссоры какие-то, да, между супругой и супругом, и бывает, что, может быть, видно, что не будет конца этому. И вот в этот момент Всевышний призывает уже обратиться, он не обращается к самим супругу и супруге, да, то есть помиритесь или еще что-то, а он уже призывает к более старшему поколению и говорит: помогите им, да, то есть, ну, вот они не могут, ну, может быть, молодые, злые, обижены друг на друга, да, то есть, может быть, здраво не смыслят, не размышляют. И Всевышний говорит, да, что если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте к ним судью из его семьи и судью из ее семьи. То есть взять уже из каждого семьи, да, то есть какого-то более, ну, важного человека, можно так сказать, да, там, отца или деда или еще какого-то влиятельного человека, да, для каждой семьи, чтобы они уже нашли, да, решение, то есть они помогли. То есть это говорит о чем, да, что насколько ислам заботится о стабильности, вот именно о стабильности в семье. И это мы вот в общих чертах сказали. И сейчас, конечно же, насколько важна семья, также это очень ответственный шаг, правильно? То есть это большая ответственность возлагается как на мужчину, так и на женщин. И вот сейчас я хотела бы разобрать, где у нас проявляется наша ответственность каждого из мужчины и женщины в создании семьи, да? Насколько ответственно мы к ней подходим. И вот ответственность перед заключением брака я как бы хочу рассмотреть 3 пункта. Это, во-первых, выбор супругов, да, как происходит. Это что касается выкупа, почему, да, здесь какая ответственность может быть, и наличие опекуна у женщины. И самое первое, начнем вот с выбора супругов. Если взять в общем, ну, мужчина и женщина, главный критерий поиска у женщины является что? Религиозность, да? В хадисе в послании к Аллаху сообщается, что на женщине женятся, учитывая 4 качества. Да? То есть она может выбираться за то, что она богатая. Да? Может, пожалуйста. То есть это же не запрещено. Если даже человек хочет жениться на женщине, потому что она богатая, пожалуйста. Он может как бы этим, да, у него может критерий поиска такой. Ну, вот он не может, ну, хочет, пожалуйста. Это не запрещено, разрешается. Он может за ее знатность, да, выйти. Ну, это обычно присутствовало в арабских народах. Вообще вот именно знатность рода, она именно приветствовалась в арабских, среди арабов. У нас это больно так не смотрят, и поэтому так иногда мимо пропускают этот пункт. За ее красоту и за ее религиозность. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит: выбирайте жену из-за ее религиозности. И вот это вот выражение в хадисе, там сказано «фадфар бидати диниха, тарибат ядак». То есть он говорит, вот когтями уцепись за нее. Да? То есть не за красавицу, не за это, а за религиозный, прям вот когтями схватись за нее. И тогда, когда ты вот, схватишься, у тебя сами руки твои же потом отдохнут. Понимаете? То есть ты сам отдохнешь от того, что женишься на религиозной женщине. И поэтому в выборе супруги самый первый, и самый важный, и единственный, наверное, можно так сказать, важный критерий – это религиозность. Но это не говорит, что красоту, богатство и знатность не нужно рассматривать. Это тоже можно рассматривать, но мы говорим, что в приоритете должно быть. Да?
Это что касается женщины. Давайте посмотрим, что касается мужчины. Конечно же, есть аят из Корана, да, где говорится, это в продолжении аята, я просто самые только основные, да, беру, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Там в продолжении аята говорится, что Всевышний создал вас племенами и народами, и так далее. И окончание аята, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Конечно же, мы ищем тоже богобоязненных, да. И также есть хадис, где говорится, если к вам придет свататься тот, чьей религией и нравом вы довольны, то вы давайте за него замуж. И очень часто, когда используют этот хадис, не дочитывают слово «нрав». Берут религию, а нрав уже как-то так, ну, нормально, да? А здесь вот они на одном уровне. Что религия, что нрав, они очень как бы, ну, должны во внимание, да, учитываться это понятие. И нрав это не просто то, что человек там, тебе нравится его нрав, то есть, ну, что там он, честный, да, или там так с уважением говорить умеет, да, то есть это не то, что вот только это показатель нрава. Показатель нрава имеется в виду, если вы довольны его нравом, имеется в виду тем, как он живет. Вот той жизнью, которой он живет, если вам нравится, то, и плюс религиозность, да, то вы давайте за него замуж. И очень часто бывает, что вот, ну, женщине приходит там молодой человек, он весь религиозный, и все как-то. И только на эту религиозность смотрит. Не совсем правильно, да, то есть упускает вот этот момент именно нрав. И также есть хадис, мы как раз об этой теме сейчас поговорим, может быть, кто-то впервые это слышит. Если к девушке или вдове посватается равный им мужчина, то сразу же пожените их. Вот что касается выбора супруга, то равность, она не учитывается. То есть не обязательно, чтобы мужчина, когда выбирал женщину, он должен выбирать, чтобы она была равная ему по состоянию, по материальному достатку, по образованию, по знатности, да? Но что касается выбора мужчины, то это учитывается. И вот есть такое понятие, как соответствие супруга супруге. То есть в выборе супруги это не учитывается жены, да? А когда выбираем мужа, да, женщине супруга, то здесь уже учитывается. Есть такое понятие, как соответствие. И это соответствие строго всего ханафитский мазхаб. И мы к нему как бы вернемся. Вот Абу Ханифа, он что подразумевает под соответствием супруга-супруги. То есть, что нужно учитывать при выборе супруга. Не только нрав и не только религиозность, да, но еще ученые также рассмотрели, что нужно учитывать и соответствие. Абу Ханифа, например, соответствие он вообще поставил условием для никаха. Именно Абу Ханифа. И как мы с вами поговорим о опекуне, как раз вернемся к этой теме. То есть если даже это ладно, не буду заходить вперед, давайте разберем, что такое соответствие супруга-супруге. Вот по ханафитскому мазхабу у него имеется в виду, что она должна соответствовать, муж, вернее, то, что муж должен соответствовать женщине по религии, да, по ее происхождению, по занятию, роду занятия, по свободе. Ну, это раньше рассматривал, сейчас, конечно, нету, что есть, были же рабыни и были свободные люди, да, то есть свободная женщина, если выходит замуж, только за свободного. Материальное положение и исламские основы. Посмотрите, то есть Абу Ханифа, он расписывает вот это соответствие в 6 пунктах. Ну, маликитский мазхаб, они только 2 пункта рассматривают, шафиитский, религию происхождения и ханбалитский, да, то есть ближе. Но строже всего относится именно Абу Ханифа. Вот это вот запомните, мы потом еще вернемся к этому. И из этого следует, что, в принципе, все ученые, они единогласны в том, что супруг должен соответствовать религии супруги, да, и где, к чему и свидетельство из Корана: не выдавайте замуж за многобожников, пока они не уверуют. Но что касается, например, ханафитского, шафиитского, ханбалитского мазхаба, они также единогласны, что супруг должен соответствовать супруге в происхождении, свободе и роде деятельности.
То есть вот это тоже своего рода, да, проявление ответственности, когда женщину не учитывают интересы женщины, учитывают ее положение, чтобы когда она выходила, например, замуж, ну, защищаются, можно так сказать, права женщины, чтобы ей не было основной целью, вот если даже судить по традициям, по обычаям, да, женщине с супругом не должно быть хуже, чем когда она жила с отцом. Да? То есть, ну, такое вот правило, что все равно. И поэтому самая первая как бы ответственность, да, на мужчине, вот еще до женитьбы, какая у нас идет, это возможность, да, то есть это выплатить выкуп, да, махар. И это не просто там оплата, да, там за женскую красоту или еще что-то. Здесь больше всего вот именно проявление мужской ответственности. Вот насколько мужчина, если он уже до женитьбы, у него есть возможность оплатить выкуп, это говорит о том, что он уже умеет, может нести ответственность. Да? Если человек до женитьбы еще не может выплатить выкуп, то о какой ответственности он может идти речь, когда пойдут дети? То есть здесь одной как бы, да, не можешь, например, если выплатить махар. Что говорит, когда у тебя получится семья и появятся дети? То есть и здесь вот этот махар, он показатель вот этой ответственности, которую мужчина несет перед своей семьей. И Всевышний не обозначил какой-то минимум или максимум, даже не обозначено максимум. То есть просто сказано, давайте женщинам их брачный дар от чистой души. И еще один аят говорится, опять же, вот когда я вам говорила насчет грудного вскармливания, да, то есть такая маленькая вещь, грудное вскармливание, говорит о том, что и в других делах мы тоже должны уметь договариваться и советоваться. Да? Здесь то же самое, посмотрите, здесь выкуп говорится о женщине, с которой ты разводишься. То есть, как бы вот, ну, Всевышний хочет вот два понятия показать, да, что даже если с женщиной, которой ты разведешься и дашь ей огромное количество выкупа, например, не забирай это обратно. Да, то есть, что говорить тогда о женщине, с которой ты состоишь в брачных узах, да, то есть бывает, что очень часто бывает, когда вот начинаются проблемы или еще что-то, я первый вопрос, который я задаю, сколько выплатил тебе махар? Еще не дал. И вот сколько вот было вот, да, это такой большой опыт, действительно. И уже сразу вот показывается, все равно ответственность сразу проявляется, да, то есть человек еще до сих пор не выплатил своей жене махар, но он уже думает о другой, да, то есть он быстренько там что-то продает, выплачивает там первый, чтобы жениться этот или еще что-то. То есть и поэтому здесь, видите, говорится, да, что если даже ты с женой, с которой развелся, да, не забирай. И Всевышний как бы использует такой термин, если дали одну из них кентар. Кентар – это огромное, то есть некоторые ученые говорят, что это даже равноценно 1000 килограммам золота. Понимаете, какой объем? Да? Если даже вы это дали, то обратно не забирайте. То есть здесь как бы ну, большая ответственность, да, мужчин. Это мы говорили о мужчине. Теперь поговорим о женщинах. Да, какая ответственность на женщине лежит перед даже заключением брака? Это наличие опекуна у женщин. Многие девушки пренебрегают этим пунктом, да, пренебрегают этим положением. И как раз вот в продолжении разговора, да, вот Хава о чем говорила, нужно оставаться женщиной. Какая бы женщина сильная, умная, я не знаю, лидером не была, но она все равно останется женщиной. И для ее, как говорится, блага, для ее блага, чтобы она вот свои вот эти, можно так сказать, заботы о женитьбе, о выборе супруга именно возложила на кого? На мужчину. Да? То есть она за мужчиной. Она пока ребенок, она за отцом, когда она жена, она за мужем, ну когда уже все там умирают или еще что-то, она все равно остается за сыном. Везде она за мужчиной, да, то есть везде она показывает себя женщиной. И здесь наличие опекуна, как раз же у женщины очень много доказательств о том, что, в том числе вот из Корана, не выдавайте. Да, Всевышний обращается к мужчинам в мужском роде, и он говорит «вы», да, то есть вы не выдавайте мусульманок
замуж за многобожие. То есть обращение именно идет как к мужскому полу. Или говорится в Коране: женитесь на них с разрешения их семей, то есть с разрешения опекуна. Да? И также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что нет никаха без опекуна. И вот здесь как бы многие начинают говорить вопрос: а по мазхабу Ханафи можно, да, например, но не учитывают момент, что Абу Ханифа, если даже и разрешил без опекуна, но он поставил условием соответствия. Вот это никто не смотрит. И по мазхабу Ханафи ты, если находишь, да, то есть если у тебя будет полностью вот соответствие соответствовать тебе, тогда да. Но если будет нарушено это соответствие между супругами, и не было взято разрешение у опекуна, могут даже этот брак расторгнуть, потому что не, условие было не соблюдено. Это мы говорили до, да, то есть сейчас закончу тогда быстренько. И у нас стоит ответственность супругов за сохранение семьи, это уже на обоих, да, супругах. И поэтому расписано в исламе, в принципе, это обязанности супруга. Это туда входит обеспечение, да, то есть обеспечение, в Коране сказано, мужчины являются попечителями женщин, то есть они главенствуют, да, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими. То есть Всевышний дал мужчине преимущество над женщиной. Почему? Потому что обеспечитель. Вот, потому что они расходы. Если женщина сама обеспечитель, тогда что? Да, вот это очень важно. Если она обеспечитель... Ну, давайте я закончу, а то мне не... Нет. Вот. Поэтому здесь у нас касается, да, обеспечение — это дом, да, то есть... То есть Всевышний говорит: поселяйте их там, где вы живете сами, да, по вашему достатку. Также еда, я быстренько пройду, одежда, да, то есть в хадисе говорится, что они вправе требовать от вас, чтобы вы кормили и одевали их согласно обычаю. То есть не надо как бы... самый критерий, когда человек не знает сколько и как, всегда возвращаются к среде, да, своего обетования, как говорится, да, по своим традициям. Обязанности супруги. Ну, в обязанности супруги, конечно же, то, что она заботится о доме, да, то, что в доме присутствовала халяль еда. Очень часто мужчина в поисках обеспечения может где-то там, скоситься, да, и наша задача, главное, что вот направить, как говорится, потому что повеление от Всевышнего питаться дозволенным – это обращение ко всем. Обращение «питайтесь дозволен и благим из того, что Аллах дал вам в удел». И следующее – это то, что женщина заботится о порядке в доме. Она может это делать как сама лично, так и при помощи других, да, то есть если будет на это надобность, в принципе, когда говорится, что забота о порядке в доме, то есть она должна проконтролировать, это ее главная обязанность. А вот уже как бы сама или не сама, там уже можно воспользоваться и помощью, это тоже как бы в исламе рассматривается этот пункт, но я не буду уже это в подробности, потому что времени мало. И третья, конечно, обязанность, ее должны были поставить с самого начала, это быть усладой для мужчины, да, и очень нам известный хадис, где Всевышний говорит, что ангелы проклинают женщину, покинувшую ложе мужа, пока не расцветет или она не вернется. И всегда учитывают только этот хадис. Хотя параллельно этому хадису есть у нас еще другие доказательства, да, такие как у женщин есть такие же права, что и у мужчин, и обходитесь с ними достойно. Или где говорится, поистине у жен есть те же права, что и у мужей. И поэтому говорить прям вот четко только, вот ты мне должна и все. И несмотря на то, не смотреть на то, как ты относишься к ней, это неправильно. Поэтому если человек, например, не выполняет все свои права, и вдруг женщина, да, не потому что ей так захотелось, а потому что она не в силах, да, то есть или она, ее оскорбили или еще что-то, да, то есть она не в силах своего внутреннего эмоционального состояния или материального состояния, он просто голодная, например, да, то есть у нее нет такого, что ты должна и все, то есть ты смотришь, ты выполнил свои права, чтобы требовать. Да? То есть ты выполнил ли ее права, чтобы требовать свои.
Это вот то, что касается семьи. Ну, образование, я быстренько скажу, образование, оно, это, как говорится, обязательность, да, обязательность получения знаний для каждого человека. И первый аят, который у нас был спущен, это, конечно же, со словами «Икра». И очень много хадисов, аятов, где говорится, что люди, которые получают знания, они, ну, как бы не сравнятся, да, то есть в вопросительном вопросе говорится, с вопросом задаются, неужели равны те, кто знают, и те, кто не знают. И очень такой аят, да, воистину страшатся Аллаха из его рабов только обладающие знанием. И знания, они, конечно же, должны получаться как религиозные, так и светские, потому что все наши светские, например, образования, они помогают нам что? Для создания семьи, да? То есть чтобы была стабильность, чтобы был достаток, чтобы был заработок. Но в приоритете все равно в первую очередь должны получаться религиозные знания, это обязательно. И что касается религиозных знаний, почему Всевышний говорит, да, что страшатся его больше обладающие знанием? Потому что именно человек, который получит большое количество знаний, он будет бояться Всевышнего давать какие-то, ну, такие вот ответы, в которых даже сам не уверен. У нас очень часто происходит, что люди, например, получают где-то на курсах или еще что-то, какое-то, вот, ну, получают знания, и потом очень с легкостью отвечают на вопросы, где даже очень, ну, сами больно-то не уверены в этих ответах, но дают ответ. И как раз вот человеку поможет, да, вот в этот момент как бы остановить себя, это как раз если у него будут большие знания, да, то есть человек может, так сказать, с большими знаниями он будет бояться, поэтому нужно, как говорится, и последнее поговорим, да ладно, мы и пропустим, что касается работы. И хотелось бы упомянуть аят, да, то есть вот опять же возвращаюсь, Всевышний, когда говорит, в аяте сказано про пятничный намаз. Даже в пятницу, если вы идете на молитву, да, Всевышний говорит, что после намаза идите и дальше работать, да, то есть это даже в пятницу. Что говорит тогда в другие дни, да, то есть если призыв даже идет на то, чтобы мы шли и дальше как бы искали милость Аллаха, в пятничный день, то что говорить о другом. И также Всевышний говорит в аяте, да, что Он тот, кто сделал для вас землю покорной. То есть дает много возможностей вам зарабатывать. И также приводится в доказательство, что ваш Господь ведет для вас по морю корабли. То есть даже на море, да, можно так сказать, есть средства для заработка, что говорить уже то есть это море, это такой, как бы, ну, может сказать, недосягаемый, да, труднодосягаемый, и то там как бы Всевышний говорит, что я сделал вам корабли, чтобы вы могли зарабатывать. Ну и, конечно же, я хотела закончить презентацию тем аятом, да, где говорится, вот человек, ты стремишься к своему Господу, стремление к своему Господу, к чем происходит, да, конечно же, прежде всего это работа над собой и своими поступками. То есть мы не можем просто сидеть и говорить, да, я стремлюсь ко Всевышнему. Любое наше стремление ко Всевышнему, оно действительно должно показываться нашими поступками, деяниями и нашей работой, конечно, постоянно. На этом я заканчиваю.